А, Добрый Алейкум вечер, салам. привет, Аят Добрый вечер. Башой. Добрый вечер всем. Сегодня 9 мая 2026 года, 19 часов по Берлину и 20 часов, соответственно, по городу Джахару. Друзья, у нас сегодня 222-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Стрим у нас идет на YouTube-канале Реалити и в ТикТок. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии либо фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, будьте осторожны. Все остальные присоединяйтесь, задавайте вопросы Аяду Идигову, сопредседателю Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, единственному легитимному органу власти чеченского народа, чеченского государства. Ну, вы все, в принципе, это знаете. И, как обычно, Аяд, вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня день такой, который мы всегда когда были еще на территории Советского Союза, праздновали, ходили с разными там флажками, митинги. Все казалось настолько это радужно, что вот такая была, значит, война, и мы ее выиграли, и все такое. Но потом стало понятно, что это было со временем, что это было, кто там, кто нападал, был страшнее в гитлерской Германии, или тот, кто был здесь во власти, Сталин и его окружение. Но, по крайней мере, для чеченского народа это было очень тяжелое испытание, которое она потеряла более половины своего населения, когда его выслали, и к тому же, когда шла эта война. Наши молодые ребята, которые ушли на фронт, все, они там воевали, многие стали героями, а кто стал там, несколько человек героями стали, тогда как-то гордились тем, что вот такие-то, такие-то стали больше героев, этих меньше. На самом деле, оказывается, не было, значит, смысла и гордиться ни тем, ни этим. А когда наших людей вот так вот забирали на фронт, а их отцов, матерей, детей, сестер, женщин убивали, топили и, значит, ссылали в Сибирь. Поэтому это какое-то чувство такое омерзительное в отношении этой власти. Ну и затем все остальное, то, что мы знаем. И сегодня вот этот прошедший этот праздник или марш, который на площади Красная, как они говорят, прошел. Это марш, как бы, значит, отдачи, дани, победы. Но Россия его присваивает себе, эту победу, и говорит, что вот только вот потому, что они такие хорошие, потому что все русские хорошие, они победили. Но что же мы не видим, что они правы в этом деле, мы не видим. Мы не видим то, что они делают сейчас, если они тогда были правы. Вот спрашивается, что же они сегодня ведут такую вот войну против своих, скажем, братьев по оружию, тогда в кавычках, и сегодня они убивают своих, скажем, тех вот детей или внуков тех воинов, которые тогда там воевали. Кстати, вот у каждого из нас, у чеченцев, тоже очень многие люди, значит, были на фронте, многие погибли, очень многие погибли и не вернулись с фронта. А тех, кто остался живых, тех сразу посылали туда, в Казахстан или Киргизию, чтобы они там в ссылке находились. Даже герои, которые, несколько там героев, которые, как бы, значит, проскочили без, не заметились, дали им героя, звание героя Советского Союза. Не хотели они нам давать звание героя Советского Союза или другие награды, не хотели, чтобы мы развивались. Их задача была только уничтожить наш народ. Ну, естественно, это же отношение было и к другим народам. На Северном Кавказе, как вы знаете, вот чеченцы, ингуши, они были у них
самые такие. Ну и, конечно, Кабардино-Балкария, там тоже часть народа, их тоже выслали, а калмыков выслали, а остальных как-то они, значит, пощадили. Вот такая ситуация была. И сегодня этот день, который они празднуют, видно, как они его празднуют. Путин там бегает, ручонками шевелит, бегает, крутится, боится, как бы сейчас с неба не появилась какая-нибудь там ракета или какой-нибудь дрон. Они там маршируют, не могут особо и маршировать, как мы видим. И если бы там появился хоть один дрон, они бы, наверное, рассыпались бы там. Надо было бы вообще дрон пустить, чтобы не взрывал, а чтобы прошел. И тогда бы они такую панику там подняли бы, я думаю, было бы красиво вот это все. Но президент Украины Зеленский, видно, решил не делать этого, чтобы не быть как бы запачканной той низкой моральной оценки, которую дают сегодня Путину. Украина борется не против населения, мирного населения, а борется против всего того, что помогает этой войне, против кто нападает, против тех, кто готовит это оружие, организует это, вот против их он бьет. И поэтому они ударили по некоторым городам, в том числе вот и по Чеченской республике, оккупированной время нашей территории, там, где находятся их какие-то там войска, в Грозном там или дальше где-то, там они не поймешь где, но они знают. И где-то там по какому-то вокзалу еще ударили. Теперь срочно туда, говорят, там вызвали руководство марионеток в Москву. И они туда сейчас понеслись, там что-то объяснять, рассказывать, как будем защищаться, что и делать. Говорят, сам весь парад был где-то минут 40, не больше. Когда в прежние времена, конечно, он бывал, ну, часами там, машины, ракеты, все шли, все они так вот упячили, мы самые сильные. И это было не только на этом уровне, это было даже на бытовом уровне. Русские, когда с ними встречались, говорили, они говорили, вот мы такие сильные, поэтому нас весь мир боится. И это их как-то, значит, маслица по душе их. Вот они нас боятся. Но на самом деле, конечно, все это так. Победа во Второй мировой войне была, это победа не только Советского Союза, это общая победа была всех стран, которые боролись, в том числе, конечно, в первую очередь, Америки, европейских стран, которые боролись против фашизма. Мы это знаем. Ну, а сама теперь Россия отдельно от всех там считает себя центральной властью, правопреемником Советского Союза, когда в то же время не может иметь эти основания с нашей точки зрения, с точки зрения современного международного права. Они не имели бы, но почему-то им вот остальной мир позволил это и все время потакал России. Он потыкал России тогда, когда они напали на нас, на Чеченскую республику, которую мы и создали в рамках международного права, когда они напали на Грузию, на Украину, отторгая вот это все, отдавайте им все оружие, атомное, все такое тоже. Вот они вот этим вот занимались. И Запад в этом отношении сегодня я вижу, все, наверное, видят это, что они совершили ошибку в отношении этой власти. Империя, она есть империя, она никогда не перестанет быть империей, потому что она держится на силе, на страхе, который она, значит, сеет среди своего народа. Она политически преследует, по политическим мотивам преследует каждого человека в этой стране. И вот сегодня это тоже так. Вот вы взяли, позвонили куда-то, вы что-то там сказали, давайте вам дадим года 4-5 посидите. Там женщину, девушку молодую, еще что-нибудь. Да. Или что-то не то сказал. Такое нет на Западе. Здесь не преследуют по политическим мотивам. Здесь есть другие вот правила.
Конечно, и здесь в любой системе всегда есть свои какие-то недостатки, но несмотря на это мы видим, что Россия, она, значит, не собирается исправляться, так скажем, исправляться в отношении, значит, интересов своих граждан, личности, этого нету. Но сегодня то, что мы видим по миру, что говорит Трамп, что говорит вот Европа, здесь все готовятся к тому, что будет победа обязательно Украины. Все на это надеются, на это опираются. Хотя Трамп, говорят, там сильно недоволен был, чем-то недоволен был против НАТО, недоволен против того, что значит, они как-то не так помогали ему, когда он был, воевал там против Ирана. И с Ираном пока еще не ясно пока до конца, что будет. Трамп утверждает, что он там все, он победил и все хорошо. А там может быть, а там те же иранцы, они, несмотря на это, снова, вот, несмотря на это, бьют там по разным кораблям, останавливают, все идет. Там напряженная обстановка, и, видимо, значит, как-то это должно быть разрулиться. Как это разрулиться, что будет, как говорится, видно. Сейчас многие делают прогнозы по этому вопросу, как и куда там пойдет вся эта ситуация. Мы видим, что здесь в Европе тоже напряженно все. Здесь товары, продукты, все дорожает, все более и более. Люди тоже, значит, ходят такие грустные, такие улыбающихся все меньше и меньше, даже и нету. Но ситуация, они чуют, что это такое. Поэтому будем говорить, что все находятся в ожидании, в ожидании, что и как будет. Давайте, Аслан, давай пусть вопросы будут, я уже говорю минут 10 так. Мгм. Вопросы есть, давай. Вот я хотел бы задать вопрос вам по поводу Зеленского. Вроде 6 числа Зеленский собирался ввести прекращение перемирие, скажем так, временное прекращение огня. И на второй день, после того, как он об этом заявил, ударили по детскому садику. Там погибли воспитатели, одна воспитательница погибла, по-моему, ну и там несколько получили из завалов, из-под завалов вытаскивали людей. И несмотря на это, снова вышел Трамп, который, как обычно, всегда за уши спасает, видимо, по просьбе кого-то, спасает Путина и попросил остановить эту войну. И Зеленский сразу согласился. Это такая пощечина или даже, можно сказать, такое неуважение и к украинскому народу, и к украинской армии, и убитым вот этим людям. Почему такое отношение, Ая? Почему вот всегда на стороне Путина выступает Трамп, и почему всегда получается так, что украинский народ должен за это расплачиваться? Ну, я думаю, что по просьбе Трампа, если он остановился, как ты говоришь, да, Мгм. то, наверное, понимать, что у него есть зависимость от Трампа. Они снабжают, все равно, чтобы не говорили, они снабжают оружием. Не прямо, если через других, они снабжают информацией, где что находится, так. И это есть. А если Зеленский сказал: "Нет, я не буду", он мог бы сразу всего это лишиться. И, Конечно. конечно, чтобы он получил, послал бы туда какую-нибудь ракету или дроны, несколько штук. Эти могли и не пройти там, не попасть, потому что они, говорят, собрали вокруг Москвы все свое, что может защищать небо. Ну, Мгм. может быть, что-то куда-то упало, а в целом правильно сделал. Это одно. И второе то, что нельзя себя выставлять, как будто ты кровожадный. Это Мгм. нет, я ударю, я этих там разобью. На другом месте, на поле боя посмотрим. Вот я так рассматриваю вопрос. Он сделал это правильно. Так кажется, Аслан. Так что вот такие дела. Хорошо. Так, салам всем, друзья. Это брат Шалом. Всех приветствую. Иса, валейкум ассалам. Шавига Машволь, друзья, всех приветствую. Мгм. Вопрос Аяду. Я обратил внимание, что так называемые представители Ичкерии на самом деле представляют фашистскую Российскую Федерацию, активизировались. Как вы думаете, что их так заставляет действовать активно?
Кого конкретно они имеют в виду, если они активизировались? Эд, кого ты имеешь в виду? Скажи, пожалуйста. Так, пока ты отвечаешь, Эд, я потом вернусь к твоему вопросу. Развязав Вторую мировую войну, СССР Сталина в союзе с гитлеровской коалицией, Запад не только простил, но молчал, когда Сталин и Путин врали и врут насчет победы Отечественной войне. Что изменилось с тех пор? Иса Ахмадов. А что могло измениться? Мы можем сравнить, что было тогда и сегодня. Тогда мы можем, что было, мы должны, собственно говоря, мы тогда, и я тогда и не родился, и все мы, как говорится, меньше этого времени по возрасту, так? И тогда все говорилось, все, что говорю, как бы, значит, какая-то эйфория была победы, чтобы Мгм. какая-то не была там, ну, потери, а говорят, Советский Союз потерял до 60-80 миллионов человек погибло, и все остальное, и всё такое. Ну, как-то гордились тогда все: вот мы победили, мы там самые сильные. А Мгм. потом оказалось, что те страны, которые мы победили, они оказались более сильными в экономическом плане. Мы через 25 лет после окончания войны, они могли себе обеспечить свой народ, скажем, в Советском Союзе, питанием, продуктами, товарами, а Запад изобилие был и мог вот это все, что нужно было в Советском Союзе, мог присылать, нам курочки Буша или как там, ножки Буша и все Ножки. такое. И все это помогали, чтобы с голода не умер как бы Советский Союз, а на Мгм. самом деле это было. И почему это так случилось? Это случилось потому, что не было той системы, которая бы защищала права людей, права, значит, народов. Все было во главе этих, скажем, стран диктат сидели эти диктаторы, Сталин и другие, которые вот так вот себя, позиционировали в отношении своего народа, не считались с народом. Конечно, тогда у нас была такая вот, э, у многих молодых людей тогда была вот такая мечта. Вот почему меня не было, я б тоже на фронт пошел бы, героем стал бы, казалось. Так многие тут. Я разговаривал своего рода, а, общался со своими сверстниками, то вот там мы бы тоже. Но потом, когда пришла эта война к нам, и все стали думать, вот что это такое. Слушай, как они, что казалось, что то, что было тогда там, якобы шли, там все побеждали, всю Европу захватывали, как будто маршем, как будто. А здесь вот совсем другая война казалась. Так что это было тогда и что было сейчас, сравнивать мы не можем лично, так вот. Но похоже, что это одно и то же. Система была одна и та же. Что сейчас, что и тогда. Мы это видим. Поэтому система была такой, потому что это империя была и тогда. После этой, скажем, Октябрьской революции все равно это была империя, Советский Союз, так? Сейчас, после вот, развала этого Союза, снова это империя. Даже те страны и территории, которые вышли из этого Советского Союза, Мгм. они снова цепляют за них и хотят подтянуть под свою, как говорится, ну, скажем, подчинение под свое хотят подтянуть. Вот как они напали на нас, потом они начали с нас, напав на Чеченскую республику, потом пошли дальше, и сейчас у них тоже это все, как говорится, в плане. Мы эти планы знали и тогда еще, что такие планы. То есть вот такая ситуация, я думаю. Изменений никаких нет, мне кажется. Мгм. Так, еще вопросы. Друзья, задавайте вопросы. Что Эд сказал там? Он этот пока не ответил по поводу заданного вопроса, но комментарий. Ну, да, тогда будем отвечать тоже на его вопрос. Давай, скажи, какой у него был. Повтори его вопрос. Вопрос был следующий. СБД проскочил тут.
Я обратил внимание, что так называемые представители Ичкерии, а на самом деле представляют фашистскую Российскую Федерацию, активизировались. Как вы думаете, что их так заставляет действовать активно? Ну, а эти люди, о которых говорит сейчас Эд, и Мгм. которые работают против и работали всегда, действовали против нашего государства созданного, Мгм. они всегда работали за Кремль. То есть, как говорил наш первый президент, что это такое? Вопрос тогда мы тоже думали же. Он сказал, они отрабатывают свой кусок хлеба, отрабатывают, на что, значит, их нацелили, и они это делают. И сейчас, вот когда мы видим всякие вот эти разные выступления, там, заявления, мы думаем, вроде бы они защищают нашу страну или наш народ, но на самом деле они хотят изобразить наш народ как ну, народ, который не может иметь свое государство, народ, который является террористом, бандитом, или они пытаются подменить легитимную власть чеченского государства, что они только не говорят, то это. То есть все, что они делают, надо посмотреть и суммарно взять, а если объединить направление этой силы, это все в пользу именно России, Кремля, хотя они, может быть, не любят Путина, да, допустим, не любят они Путина. Мгм. На самом деле они ему помогают, эти люди, которые под религиозным либо знаменем, или под демократическими, или под открытым заявлением, когда они делают против, все, что идет против нас, вот против Чеченской республики, Ичкерии, которая оккупирована незаконно. Мгм. Если они даже говорят, что мы их защищаем, мы сейчас делаем, раньше они даже Чеченская республика, Ичкерии не говорят. Вот эти все люди, которые сейчас, они все время говорят Чеченская республика, и только когда вот Украина признала, что временно оккупирована территория Чеченской республики Ичкерия и все такое, тогда они начали говорить и теперь стали подвязываться к этому моменту. Но это их манипуляции, чтобы изобразить из себя таковым. На самом деле они работают, их деятельность идет в пользу Кремля. И это очевидно, мы это видим. Вот поэтому это так и происходит, дорогой наш Эд. Ага, спасибо. Я думаю, победа Украины не за горами. Победа Украины будет на Красной площади. И будет суд над фашистской Российской Федерацией. После суда будут вылавливать всех, кто сотрудничал с фашистской Российской Федерацией и участника Украины. Только набирает обороты, говорит Эд. Аяд, вы имеете, ну, вы согласны с тем, что говорит Эд? Да, я думаю, что это может быть так, но мы время не знаем, когда это будет. Сейчас главное изгнать противника с любой, ни одну пять земли не оставлять России, изгнать их. И тогда для нас откроются вот эти широкие просторы против этой империи, чтобы осудить ее. Это сейчас важно. А в перспективе оно так и будет, наверное. Мгм. Так думаю я тоже. Ну, перед тем, как мы знаем, кто такое Россия, перед тем, как она загнется или будет смена режима, что сомневаюсь, может смена власти непосредственно, режим может остаться, они могут развязать новую войну, и в том числе у нас на Кавказе они готовят разные провокации. И как вы считаете, возможно такое? Ну, я думаю, что это теоретически возможно, но зачем это им нужно? Вот вопрос. Зачем им это нужно, если они, скажем, им сейчас нужно нападать на Европу, на Украину, на балтийские страны. А если они туда вернутся, это значит, они возвращаются назад внутрь себя. А там, если, скажем, связано с Азербайджаном, Грузией и Арменией, там что-то будет, там Мгм. может быть какой-нибудь такой ход. Но пока что я не думаю, что это им нужно. А там вот провокации могут быть какие-нибудь, конечно, могут быть, если они не говорю ничего. А в то же время вопрос стоит, зачем им это нужно? Ну хорошо, они для чего там начнут? Ну, скажут, бейтесь там сколько себе надо, допустим, Запад скажет. Бейтесь там, друг друга убивайте, там, перемалывайте себя, никто не будет обращать внимания. А для чего это ему нужно, Путину и им?
Ни для чего. Другое дело, что они будут искать сейчас пути сохранения себя после этого поражения. А, Отстоять в правовых других, скажем, области, что они, допустим, вот были такими, а сейчас надо нам стать, мол, мы исправимся или то. Но вряд ли это. По крайней мере, им идут на уступки, учитывая, что в России есть нефть, газ, и они готовы это всё отдавать по низким ценам. Многие же сейчас нацелены на это. Если они хотят, чтобы Россия стала слабее, ну, все, что Мгм. там есть, она и отдавала и Западу. Ведь сейчас мы видим же, как ситуация складывается. С одной стороны, все эти нефтепроводы, газопроводы и другие, значит, скажем, ископаемые, которые получали с России, они прекратились, ну, в какой-то степени. Ну, в какой-то степени то, что по договору, наверно, еще дорабатывать срок, так, Мгм. поставка. А потом это все будет уменьшаться, и здесь ситуация-то тоже вот такая вот напряженная. То есть здесь нужно все переориентироваться, больше расходов денег, больше расхода на, значит, жилье. Поэтому я не думаю, что они там будут сейчас активизироваться. Вместо этой войны они не будут активизироваться, мне так кажется, Слава. Мгм. Хотя если в Иране, там еще такое, это может быть, если там разовьется, это дальше посмотрим. Там посмотрим. Мгм. Потому что там-то они мир хотят, чтобы был. Там тоже нефть, газ, все. Если там это не будет, вообще по всему миру может быть коллапс, так же они говорят. А раз это так, так они смотреть на это и там вот устраивают, который ничего им не даст даже. Даже ничего им не даст, если они даже устроят вот эту войну там, скажем, у нас. Наша задача освободить нашу территорию и здесь на Западе, чтобы те усилия, которые предпринял наш народ, чтобы признали наше государство незаконно оккупированное и бороться за ее деоккупацию, восстановление нашей легитимной власти и не позволять вот всем этим разным проходимцам, которые здесь на Западе появились у нас и здесь действуют как подсолнухи, вырастает и начинает все это говорить. Вот мы там пойдем захватим, мы там составим, что-то сделаем, мы там это сделаем. Ничего не сделают, пока ситуация такая напряженная, мы же видим, что такое. Но в то же время надо, конечно, нам учиться в новых условиях, чтобы наши воины, наши молодые люди знали, как и что происходит в мире, и готовы были защитить свою территорию, свой народ. Это да. Мгм. Ислам. Вот здесь, Жужа задает вопрос, до парада почему Зеленский не долбанул по Красной площади, если ему известны все координаты? Может, они все заодно? Ну вот то, что они заодно все, в чем-то они заодно, в чем-то. То есть, чтобы не долбануть, как он говорит, они заодно пока, потому что там неясно было бы, кому было бы хуже от этого. Если бы они готовились, он взял бы, ударил там, еще что-нибудь. Хотя у него мотив для этого мог он ударить, потому что те нарушили ж те права. Так, они ударили, так, по Украине, по детскому саду, все это делали. А здесь вот получится, то есть по большому рассматривается этот вопрос. В целом важно не то, что там ударить, а в целом важно, чтобы направление движения этой войны, этого, значит, противостояния, чтобы Мгм. было ущерб России. Потому что на весь мир видит, что Россия бьет по жилым домам, по мирным людям, а Украина это не делает. Конечно, бывает сопутствующая ситуация, если на этой территории, где бьют, там бывает и люди мирные погибают. Но это не специально сделано, как говорится, со стороны Украины. Это мы знаем. Поэтому, Слав. Да, очень странно такое впечатление, что и Зеленский, и Трамп не хотят, чтобы пострадал Путин. Вот чтобы его авторитет, вот он сказал, садится вот это, как ее, а, Мария, или как ее там зовут, МИД представляет и говорит, если попробуйте только, ударьте, и мы вам ответ сразу по центру принятия решения. И все, и сразу же такой отказ.
А когда Ну, Израиль и Иран воюют, бьют именно по центру принятия решений, по лидерам. Просто видно, что реально идет не на жизнь, а на смерть, война. А здесь это же... но, как сказать, как говорится, у каждого своя ситуация. Понимаешь? Там одно, здесь другое. Там они били по всем друзьям Америки, по всем этим странам, кто нефть давал. И старались выгнать всех их представителей, посольства оттуда требовали и Мгм. били. И эти били туда прямо и убили их президент, так скажем, их имам убили, и Америки я имею в виду. Они в ответ туда били. Теперь они немного успокоились и сейчас думают все же из этой ситуации как-то выкарабкаться, встать снова. А что там будет дальше? И здесь, а здесь вот Путина как бы, значит, все же Трамп, как мы видим, как ты говоришь, поглаживает как-то с ним, он осторожно ведет себя. Почему он так себя ведет? Что это такое? Мы можем только ориентироваться и сказать, что он имеет перспективу, планы экономические какие-то совместные с ними устроить выгодные сделки. Вот я думаю так. Мгм. Они что другое. Им Путина не жалко, никого не жалко. Они могли бы прийти туда и как этого Мадуро его забрать. Но там большая была бы, как говорится, захват. Это все, может быть, изменил бы ситуацию не так, как, скажем, с Мадуро, с Венесуэлой. Там она рядом, все, есть другая ситуация. Но забрать они могли, и Путин, по-моему, это ощущает, как говорят все, и видно, что он там сейчас как-то загнулся несколько, что-то говорит, ходит. Ну, в общем, ситуация разная бывает. Каждый момент или каждое время, если сегодня вот такая ситуация, а завтра это не значит, что завтра точно так будет. Потому что завтра уже может быть другая ситуация, и время другое. Поэтому вот так вот это и происходит. Володимир спрашивает, вам известно, сколько чеченцев сейчас воюют на стороне Украины? Мы всегда вот пытаемся это узнать, но это трудно сказать, потому что это процесс такой как бы секретно относительно, понимаете, секретно. Не то, что там. Мы знаем, что, наверное, сотни, 3-4, наверное, как минимум там наших людей как минимум есть, так? И они расположены не, скажем, в этих батальонах, они даже вот прям воюют прямо вот в составе украинских Тероборона, другие да, подразделения, да? разные они есть. Что они есть, мы знаем, мы имеем с ними некоторые контакты. Они расположены не только в Киеве, они расположены по разным городам самой Украины. То мы имеем разные связи, они расположены то ли там во Львове, в Одессе, Кривом Роге или где-то вот так вот. Оттуда такие идут вот контакты, поэтому исходим, и они там примерно говорят, сколько их людей. И в Киеве, естественно, тоже. Это да. Так, Эд мне задает вопрос, также вопрос к Аслану. Аслан, ты, я помню, предложил всем, кто пытается представлять Ичкерию, пройти полиграф. Также ты все оплачивал. Кто-то согласился? Нет, Эд, как ты знаешь, никто не согласился. Наверное, не поверили, что ты оплатишь. Цену загнули на высокую. Да, Если да, ты сказал пройдем. бы, за каждого человека буду платить, скажем, по 500 евро, то нашлось бы много людей. Да? Разоблачаться не нашлось бы, а Нет, да? саморазоблачаться. Ну, разоблачатели не пришли, а искренние люди пришли бы. Надо заработать, ладно, пришли бы. Да, да. Ну, тогда. Да. Так. Вот здесь Жужа пишет: русских всегда будут ненавидеть чеченцы, как бы им ни улыбались. Вы с этим согласны, с этим утверждением, Аят? А, ну, как сказать, исторически, да, но время проходит одно, второе поколение, когда вырастает, и ты помнишь, допустим, если ты не участвовал в этом процессе, мы же, допустим, исторические вот эти отношения, было там 50 лет, 100 лет, 200. Мы знаем из истории еще 300 с лишним лет назад,
когда на чеченцев вот это Петр I и их команда там нападали на нас, тогда по нашим данным и по данным этих вот военных вояк, генералов, воспоминаний, чеченцев было 2 миллиона человек, вот по всем это. Теперь посмотрите, где-то в 810-850 в этих годах чеченцев осталось только 100-120 тысяч человек. Представьте себе, сколько людей они убивали и как они над ними истязались. Представьте себе, от 2 миллионов довели до этого состояния. После этого, уже вот с этого времени и доходя до 90-го года, чеченцев не было и 1 миллион человек. Ну, было около миллиона. То есть вот так вот. После этого нас чеченцев высылали, Россия высылала 6 раз. 6 раз ссылала, отправляла в разные там ссылки были. И в ходе этой ссылки их больше половины гибли в дороге. А раньше особенно они ходили, уезжали не просто так, не на самолетах и вагон, а на каких-то тачанках, на бричках, пешком шли, все в дороге, умирали, на них нападали, их грабили. Мы эти истории знаем. Да. Поэтому вот с исторической точки зрения, конечно, это сидит в наших душах и в памяти, мы не забываем. А вот самое близкое, то, что они делали, вот был такой расчет наш, значит, наши там специалисты рассматривали. Вот когда высылали чеченцев, вот в 1944 году, чеченцев, ингушей, я как-то говорил, чеченцев, а это чеченцев, ингушей было около, скажем, 1 миллиона человек, когда выслали они. И когда они вернулись оттуда, вернулось только около 400 тысяч человек. Представьте себе? Соответственно, уменьшилось. Значит, получается, что около 600 тысяч человек погибло. И вот когда потом сравнивали, вот наши бойцы, я помню, и сидели там, говорили, когда мы подсчитали, что у нас погибло примерно 250 тысяч человек, то выяснилось, что защищаться и бороться против этого агрессора гораздо выгоднее, нежели чем идти с ними в ссылку вот так. Ну, ссылку они отправляли как? Взяли всех на фронт, отправили, всех обезоружили, ворвались, и неожиданно. А так тогда мало было возможности бороться против них. Поэтому мы не забываем. Мой дед, которому было 115 лет, мне говорил, никогда не верь русскому. Я говорю, почему? Ты повернешь, он тебе в спину нож воткнет. Вот дед мне рассказывал. Он умер только, скажем, в 71 году, ему было 115 лет, он знал всю эту историю, рассказывал. Не только мой дед, и другие все рассказывали, как это было и что это было. Поэтому у нас не столько это вот прямо к русским конкретно, а к Русской империи, их политикой, вот к ним отношение такое негативное и очень. А эти, которые исполнители, они, конечно, тоже соучастники, но, как говорят, слепые соучастники, одурманенные, пьяные и все такое. Поэтому отношение, конечно, такое. Так, Эд просит сказать про программу действия полиграфии. Да, это абсолютно точно программа полиграфов действий с моей стороны. Я согласен, все, кто представляет, кого я разоблачал. Если они согласны, я публично в прямом эфире готов пройти, оплатить и так далее. Это все в силе однозначно. Так. А здесь и даже программа не нужна, Эд, дорогой Эд. Мы и так по всем им поведению знаем. Вот есть такая, значит, притча или пример, хромая утка или утка. Если она летает, плавает, кракает, похоже на это утка. Вот такие люди, которые вот эти все дела творят, они очевидно, мы их видим, мы их знаем. Они под что угодно рядятся, что угодно крутят, вертят, то, что мы говорили. Поэтому говорить сейчас пока на это расход деньги, по-моему, не надо. Они видны.
их поведение видно. Если даже ты скажешь вот так, они, допустим, испытание вот, да, на полиграфе. Он посмотрит, все скажет, вы там обманули, вы то не то сделали, могут сказать любой. Так что Ну, кто это не должно захочет, не быть так. поверит, конечно. Да, Всегда найдет причину не признать. да, Но да, дело в том, да, что, да. вот смотрите, вот, например, я разоблачаю разных людей, а оказывается, уже долгое время идет работа по тому, чтобы представить меня, как будто я тайно встречаюсь там с разными там представителями российских спецслужб. То есть машина их рядом с моей машиной всегда оказывается. И я тут поговорил с одним компетентным человеком, и он сказал, что это делается для того, что когда машины едут в одном ряду, и их камеры фиксируют на дороге, а эти люди, которые меня пытаются представить, они уже под наблюдением здесь полностью. И тут его машина номер всплывает, и моей машины номер всплывает. Ну, один раз случайность, ну, 3 раза случайность. Но когда это уже, ну, минимум 5-6 раз, уже как минимум то, что мы заметили, мои там родственники, кто были на моей машине. И таким же образом там, с детьми происходит ситуация. Мы сейчас ведем расследование. Получается, в автобус заходит сын, и с ним оказывается другого человека сын в одном автобусе. И он там громко говорит по телефону и конфликт устраивает. Они вместе тренировались, оба знают друг друга. Хотя я четко сказал, никаких контактов с этими людьми не поддерживать, и он не разговаривает с ним. Но на камере в автобусе записано конфликт, сидит этот и сидит тот. И как будто через детей обычно говорят, ну вот мне тутошние правоохранители говорят, что обычно через детей происходит контакт, если ты шифруешься как-то. И это вот таким вот образом фактически представляют, что все, кого я назвал агентами России, после того, как меня разоблачат как связанного с российскими спецслужбами, то получится, что все, кого я называл агентами, они не агенты, а я уже тогда агент. Смотри, как хитро делают. Но это работа специальная, которую проводят семьи. Это Да, проводится, мне очень много с этим приходилось сталкиваться. я Я представляю. знаю это, что это такое, но это то, что они говорят и делают, и крутят эту вещь, конечно, за этим стоит агентуры российские, их агенты влияния, и они это делают, да, пытаются делать, но это не проходит все равно, потому что доказать, надо к этому нужно предоставить доказательства. Доказательств у них нету. Раз Нет. нету доказательства, так пусть себе, как говорят, занимаются чем хотят, но это все пустое. Конечно, они разные там вещи делают, говорят и все такое, но наша задача в том, чтобы рассказать нашим людям, что происходит, какие, значит, примеры того, что вот от нашего, допустим, государства, которое незаконно захвачено, рассказать, какое это было государство, что нам нужно сейчас на выходе. Нам нужно признание нашего государства, кто нам мешает, кто туда влазит сейчас конкретно, кто мешает нам. Объединение наших сил для того, чтобы мы могли здесь решать проблему перспектив для наших младших людей, на молодежи, для их детей, там, чтобы мы могли в конечном итоге оказаться на территории своего государства, восстановить его в той форме, которой народ его провозгласил. То есть восстановление нашего государства и деоккупацию. Вот этим мы должны работать. А все остальное, оно как бы к этому приложится. Вот что должно быть в первую очередь. Да, совершенно верно. Смотрите, какой интересный вопрос. Аят, как вы думаете, вот это, возможен ли батальон этнических чеченцев при армии Соединенных Штатов Америки? Если да, то для какой цели? Но если да, конечно, возможно. Если да, то для того, чтобы у нас был такой батальон, когда у нас будут тоже, чтобы высшие вот эти вот все военные, как говорится, дела, связанные с новой формой
войны. Это всегда не та же война сейчас. Сейчас Здесь другая, должно да. быть и с дронами, и с самолетами, и с ракетами. Все, что есть вот для защитить себя, конечно, возможно, если такое будет. И я думаю, что в Америке достаточно людей, хотя маловато там все же наших ребят. Но я знаю, есть там, с некоторыми у меня есть связь, но все равно это мало. В перспективе я думаю, что это возможно. Мгм. Так, так. Нет вопросов? Сейчас, одну секунду, я листаю, иду вниз, просто у меня перескакивает почему-то вниз. Так. Нет, не вижу. Если, друзья, если я пропустил, напишите еще раз вопрос. Хамзат Гилаев, это ты, который вчера мне рассказывал по поводу смещения Кадырова и спрашиваешь, время покажет. Если до сих пор ты не понял, кто есть кто, то я считаю, что тебе уже не покажет время. Так, короче, провокатор. Вот, ладно, Гилаев, ты уходишь в бан за ложь и провокацию. Так, каждый каждые 100 лет, вот, вопрос такой от Сергея Иванова. Каждые 100 лет Объединенная Европа прет на Россию и каждый раз проигрывает. Вот и сейчас время пришло, только они вперед на убой отправили украинцев. Айр, вы согласны с этой российской пропагандой? Но как можно согласиться? Никто не прет никогда, все время прет Россия. Да, И наоборот, раньше перла, как и сейчас, все время империя там, она хотела Третьим Римом стать все время. Что там? Да, как в ответ они бились, да, было такое, конечно, было. Но в то же время, посмотрите, там те, которые были империей тогда, они все исчезли, а российская до сих пор есть, и она сегодня говорит, мы дойдем до Ла-Манша, мы захватим всю Европу, мы там то-то, то, будем в Индийском океане сапоги мыть. Это все откуда? конечно. Это все вот это как раз и есть то, что вот настраивает Россия пытается. От этой России ничего не останется скоро, потому что то, что сейчас вот есть научно-технический прогресс, он настолько сильно стал вот развит, да, и чувствуется, что это через каких-то там 40-50 лет вообще будет колоссальное развитие, интеллект и все остальное. И тогда, может быть, вообще другая ситуация в мире будет. И не надо будет, ну, не можем предсказать, но совершенно я думаю, что может быть другая ситуация для того, чтобы можно было как-то вот так решать все эти вопросы без войны и без него. Все главное же экономическое развитие, чтобы было. В то же время не знаем, что сейчас вот от России ожидать, она же как себя ведет себя. Смотрите, это же незаконно она вторгается, незаконно она убивает людей. Что она потеряла в Чеченской республике, Ичкерии, что она потеряла в Грузии, Молдове, Украине, что она прижимается и бьет там по другим, пытается захватить эти территории. Казахстан свой считает, другие. Посмотрите, они проводят этот сегодня как бы парад, даже на страх и риск они приехали в Казахстан, там Таджикистан, то там Белоруссия, их приехали, там, как говорится, прогибается под Путина. Так что это они бы не приехали, если бы они были независимы совершенно.
Они в этом плане зависимы, и на них давит именно вот эта империя, вот эта новая, которая возрождается. У них атомное оружие, вот она накопила это оружие, и сейчас она угрожает всем остальным вот, народам и государствам. Мы же это видим. Она же угрожает всем. Вот нет никакого мирного такого отношения. Она пытается все, что вокруг есть, любые страны под себя подмять, заставить их на себя работать, заставить их в политическом плане себя поддерживать. Мы же это видим. И все это видят. Посмотрите, какое отношение к Армении, Азербайджану, Грузии, к нам, которые вот захватили нашу территорию, оккупировали. Даже в этой ситуации, уже боясь, и тогда, что это было, мы не можем эти вот эти страны, они пока что еще, их лидеры, которые там сидят во главе, которых я назвал, но исключительно они тоже такого же порядка деятели, большинство. То есть они там какие там условия для того, чтобы какие-то были демократически избранные президенты или главы государств, в основном, видишь, или по наследству передают, или так. То есть ситуация такая там на постсоветском пространстве пока что. И поэтому они все связаны. Ну и Китай здесь, сами понимаете, вот такая ситуация. Наш сегодняшний стрим называется «Атака дронов по Чечении и России». И хотел бы вот затронуть эту тему. Вчера были нанесены удары по Ханкале, потом был нанесен удар, который не долетел где-то 500 метров, сообщают, по главному террористическому зданию УФСБ по Чечне, так называемой банде. Почему промазали, Аят, как вы думаете? Я тут разговаривал с Они не промазали, видимо, что-то такое получилось. помехи, может, Они сбили. бьют по российским этим вооруженным силам, которые там находятся. Мгм. А там большая сила, говорят, раньше было 150 тысяч, сейчас до 100 дошло. Ну Мгм. и, конечно, спецслужбы, которые там есть, по ним как раз-таки, наверное, и они пытаются ударить. Вот. Мгм. Ну, здесь такое у нас ощущение, что наши женщины, дети, старики, которые там есть, чтобы они не пострадали, а украинцы и не бьют по ним. Поэтому в этом плане, ну, они и по другим городам России, хотя это наши оккупированы, это они в самой России там тоже ударили, мы знаем же, Да. да? Бьют, каждый день бьют. Да-да-да, значит, в ответ бьют. Путин там жаловался, вот ударили, вот они там это сделали, но хорошо, никто не пострадал, вот он-то выступал здесь, вот говорил, но мы герои, мы пойдем дальше, мы не потерпим. Это такие вот разговоры он вел сегодня, я слушал сегодня, там разговоры вел, сидел, Мгм. рассказывал, что он прав, и мы победим, победа за нами, наши вперед, и в таком духе. Ну, как бы бахвалился там, что как будто бы он там то все. На самом деле у него не тот заряд, когда он кричал, когда замочим и в сортире, имелось в виду чеченцев. Поймаем в Да. сортире и там замочим. Сейчас он не говорит это. Сейчас он там потихоньку выговаривает эти слова. И, естественно, то, что делает Путин, это то, что, ну, коллективный, скажем, Путин — это коллективное мнение тех, кто его поддерживает в России. 70%, там, 60%, больше, меньше. Но в основном вот такая там, как говорится, масса людей, которые одурманена. Когда им все это расскажут потом, они будут говорить: вот мы не знали, будут говорить. А мы же знаем, что многие из них знают, а вообще не хотят. Вот когда послушают, что они там говорят, Мгм. вообще здесь удивительно. Вот вы там напали, Украина наша, почему на... Чечения, это наше. С какого боку она ваша? Откуда вы вот эти разговоры ведете? У нее нету ничего там, даже покушать, может быть, нет. Она, может быть, где-то там на каких-то там, ну, скажем, побирается где-нибудь, а она вот такие вещи говорит.
Мгм. А я вот знаю, у них такое настроение. Лишь бы войны не было, лишь бы у нас ничего не отняли. А у самой ничего нету. Ну, это пропаганда. Они одурманивают людей. Хотя посмотрим, как это разовьется сейчас. Сейчас они чувствуют, что Украина все крепчает, так скажем, да, и с вооружением, и с тем, что вот, да, развитием новых научных таких вот проектов, ракет, дронов и все такое. Мы это слушаем, видим же тоже. И это как-то будет влиять, и в конечном итоге обязательно России придется убраться со всех тех территорий, которые она захватила незаконно. С Украины в первую очередь. Да. Ясно, друзья. Доза радости. Спасибо. Лайк, что ты у нас оценишь. Баркал Масена. Друзья, я не вижу в ТикТок, вы что все сидите и молчите. А? Все успокоились, думают, как бы, чтобы... Как у меня была одна родственница, тетя моя, она говорила: ты разве не видишь их? Я говорю: кого? Ну, те, которые, говорят, это, делают вид, что ничего не произошло. А что такое? Они хотят нагнуться, и чтобы поверх эта вся проблема ушла. Они ошибаются, она говорила. Я говорю: почему? Потому что когда они подымутся, эта проблема назад придет им. Так что все время в прогнутом состоянии и ходить не придется. Поэтому лучше стать и сейчас вот действовать и здесь на Западе, и везде действовать в защиту своих интересов, особенно нашим гражданам, нашим друзьям, по решению проблемы и понимать эту ситуацию. Ничего это не дает. Ну, сложная ситуация, здесь никаких разговоров нет, очень сложная ситуация, и даже в этой ситуации надо бороться. Бороться, бороться и бороться. Только так мы можем решить нашу проблему. А сидя, ожидая, что за нас кто-то что-то решит, это вообще заблуждение. Да, ясно. Так, друзья, есть еще вопросы? У нас, как обычно, нас не могут обойти на тролли, которые самые активные. Самые активные наши зрители – это тролли. Мучаются, бедные, заходят и сами себя истязают, мучаются, ненавидят и мучаются. Ну, не вижу вопросов больше, в принципе, предлагаю на Давай этом наш тогда сегодняшний... закончим, завершим. Да, закончили. Давай тогда. Спасибо. Спасибо тебе большое, Аят. Было очень интересно. И как Всем обычно... спасибо, кто нас слушал. Все будет, да, Алмавли, хорошо. Но надо бороться. Да, совершенно верно. Обязательно. Дигду дерес хуль, дерес хуль. Машан Дерес, Адикельш, Маша. Адики, всего хорошего, друзья. До свидания. Маршаль. До свидания. До свидания.